Добрый день, уважаемые участники очередного 15-го совещания. 30 января этого года ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуации международного значения. И уже 11 марта эпидемия была признана пандемией. К большому сожалению, не обошел этот кризис и страны ШОС. Очень трагично, что пандемия унесла жизнь многих наших сограждан. Страны ШОС принимают активные меры по противодействию распространению COVID-19. Изменения потребовалось принять и в работе судов. В соответствии с международными договорами в области прав человека, в рамках чрезвычайных положений в сфере общественного здравоохранения государства обязуются защищать жизнь и здоровье проживающих на их территории лиц. В то же время обязательства государства по защите прав человека и принципа верховенства права продолжают применяться ко всем государственным органам. Таким образом, перед правосудием во время пандемии и экономического кризиса встают новые вызовы, ставящие на чашу весов два важнейших права – право на судебную защиту и право на охрану здоровья. Ни одно из них невозможно назвать приоритетным, и сложившаяся ситуация показала, что необходимо найти баланс между этими правами. Меры, принимаемые в Кыргызской республике. 22 марта в стране был введен режим чрезвычайной ситуации, а в столице и ряде районов республики объявлено чрезвычайное положение. В зависимости от эпидемиологической ситуации были приняты меры по изменению работы судов. Был организован удаленный прием граждан и дистанционная работа сотрудников судов. Предоставлялась возможность для судей и сотрудников уходить в режим самоизоляции. Суды были ориентированы о возможности отложения судебных процессов, рассмотрение которых не было безотлагательным. Принять во внимание состояние здоровья лиц, участвующих в деле, и их возможность явиться в суд. Относительно уголовных дел в отношении лиц, находящихся в местах содержания под стражей, впервые было начато проведение дистанционных судебных заседаний. Государственная служба исполнения наказаний временно приостановила доставление обвиняемых в суды. Оптимальным было выбрано проведение судебных процессов в режиме видеосвязи с помощью установленного в судах программно-аппаратного комплекса аудио-видеофиксации и протоколирования судебных заседаний. Данный комплекс начал внедряться в судах в рамках государственной целевой программы развития судебной системы. В настоящее время работа по этой системе осуществляется по схеме суд-суд и суд ГСИН. Запущен внутрисудебный электронный портал централизованной регистрации и обработки заявок на проведение дистанционных судебных заседаний. На данный момент проведено свыше 1200 судебных заседаний с применением видеоконференции. Во время пандемии работа судов не была приостановлена, поскольку, как и государственная власть, судебная власть осуществляется непрерывно. Любая ее приостановка ведет за собой ограничения, а порой даже нарушение прав и свобод граждан. В правоохранительных органах и адвокатском сообществе из такой же необходимости непрерывного осуществления правоохранной функции не был введен режим самоизоляции. В сложившейся ситуации граждане не должны были остаться без правовой и судебной защиты. Именно в связи с этим вся правоохранительная система продолжала работать в условиях пандемии. Продолжается работа по установлению во всех судах указанного программно-аппаратного комплекса. Вместе с тем, поднимается ряд проблем реализации этой системы на практике. Так, участникам процесса, прокурорам, адвокатам, для того, чтобы участвовать в конференц-связи, необходимо явиться все в тот же зал, в котором проходит судебный процесс, что, естественно, может создавать риски для их здоровья. Поэтому актуальным, на мой взгляд, является рассмотрение вопроса о внедрении системы веб-видеоконференц-связи, которая в некоторых странах ШОС уже начала применяться. Данная система позволяет лицам участвовать в судебном процессе из любого места. Пандемия показала, что для полноценного перехода к удаленным судебным процессам требуется разработка не только нормативных правовых актов, но и наличие отлаженного технологического процесса, способного обеспечить безопасность данных. По гражданским делам проведение судебных заседаний посредством видеосвязи в период карантина в основном не практиковалось, поскольку возможность использования видеоконференц-связи существовала только с участием организующего суда, который должен был установить личность участника процесса для допуска его к участию в заседании, проводимом другим судом.
Стороны часто прибегали к возможности неучастия в судебных процессах, которые могут быть рассмотрены без вызова сторон. Для судов карантин может стать следующим шагом в развитии проведения судебного разбирательства без очного заслушивания позиций сторон. В заключение могу отметить, что хотя полный переход судебных заседаний в онлайн-режим в настоящее время невозможен, пандемия может подхлестнуть развитие виртуального судопроизводства, и те решения, которые выработаны сейчас, имеет смысл использовать и позднее. Спасибо за внимание.